Это рубрика «Чрезвычайное происшествие» в студии Александр Хавренко. В дежурную часть полиции Хангаласского района обратилась 60-летняя женщина. Она пояснила полицейским, что накануне вечером ей позвонил якобы начальник службы безопасности одного из банков и сообщил, что только что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с банковского счета. Чтобы предотвратить хищение денег, лжеспециалисты попросили ее установить приложение TeamViewer и сообщить ID пользователя. Пожилая женщина выполнила их требования, а также назвала данные своей карты. Затем звонившие сказали, что нужно провести еще одну операцию, чтобы полностью обезопасить счет. Но совершить ее можно только при помощи банкомата. Же сотрудники банка даже вызвали ей такси, чтобы женщина смогла съездить в Якутск. Приехав в город, женщина решила перед походом в банк зайти к своему сыну. Вместе с ним они позвонили на горячую линию банка и заблокировали карту. Но к тому времени мошенники уже успели списать с нее более 30 тысяч рублей. В Якутске была совершена кража 50 тысяч рублей из кассы магазина разливных напитков, расположенного по улице Чапалова. Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома. Сигнализация на момент совершения кражи не сработала. 23 января по подозрению в совершении кражи в одной из гостиниц города сотрудниками управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан неоднократно судимый за совершение краж 28-летний житель Якутска. Установлено, что кража была совершена незадолго до открытия магазина. Внимание оперативников привлекла автомашина, которая в этот период проезжала неподалеку. Также в ходе опроса работников заведения выяснилось, что одна из продавцов незадолго до кражи потеряла ключи. Сопоставив детали, сыщики смогли восстановить полную картину происшествия. После освобождения данный гражданин познакомился с девушкой, которая работает в магазине на Чапалова. Задумав совершить кражу, подозреваемый выкрал ключи у своей подруги. Для совершения кражи он через третьих лиц одолжил автомобиль, который попал под подозрение оперативников. Также он надел чужой пуховик и скрыл лицо под плотным шарфом для того, чтобы его не опознали по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый не раз бывал на работе у своей подруги, поэтому знал, как отключить сигнализацию. В настоящее время он выдворен в изолятор временного содержания. В дежурную часть столичной полиции обратился владелец автомобиля Toyota Caldina с заявлением об угоне. Потерпевший сообщил, что работает в одной из таксомоторных служб. Утром после смены он приехал домой и оставил свой автомобиль заведенным с ключами зажигания в замке. Полицейскими были установлены подозреваемыми, и ими оказались 19-летние студенты. Задержали их в Бирнинском районе. Во время новогодних каникул подозреваемые приехали в Якутск. В день происшествия они находились в гостях у своих знакомых и ранним утром собрались поехать на квартиру, которую арендовали. Но у них не было денег на такси, поэтому подозреваемые решили угнать автомобиль. Злоумышленники приметили припаркованный во дворе одного из домов автомобиль с ключами в замке зажигания. Сломав дверь, они проникли в салон и угнали автомашину. Позже подозреваемые бросили угнанную машину на окраине города. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В дежурную часть по Усть-Алданскому району обратилась жительница одного из сел по факту незаконного проникновения в ее квартиру. Заявительница пояснила полицейским, что обнаружила у себя дома спящего мужчину. Участковыми полиции был установлен 21-летний мужчина. Выяснилось, что подозреваемый состоит в отношениях с подругой потерпевшей. В день происшествия молодой человек поссорился со своей девушкой и отправился распивать алкоголь. После чего он решил поговорить с ней и, подумав, что его девушка находится у своей подруги, отправился к ним. Но ему никто не открыл. Решив, что девушки заперлись и намеренно его не впускают, он разозлился и вышиб дверь плечом. Пройдя в чужой дом, подозреваемый понял, что ни хозяев, ни его девушки там нет. Но квартиру покидать не стал и вскоре там же заснул. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В суде установлено, что подсудимый, имея непогашенные судимости за совершение преступлений против жизни и против собственности, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не сделав для себя должных выводов, после распития спиртных напитков вновь сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГАИ.
По итогам судебного разбирательства, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 2 годам, 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Это был обзор чрезвычайных происшествий о событиях в мире, стране и республике. Мы расскажем в следующих выпусках новостей.